Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 27 октября 2020 года. Посмотрим, какой будет день сегодня. Это вторник. Карта дня у нас выпадает маг. Все в наших руках сегодня. Что будет мешать? Четверка чаш. Что будет помогать? Император. Карта маг, первая карта. То есть здесь что-то новое приходит. Здесь какая-то сила появляется в нас, и мы способны решить что-то важное для себя, да? Начать дело, начать бизнес, познакомиться с теми людьми, с которыми хотим, начать обучение и вообще решить какой-то важный вопрос в своей жизни, особенно денежный, потому что действительно здесь у нас у мага все 4 стихии действуют, но как раз идет свет на такую вот монету, да, то есть монета, она как символ того, что мы через деньги можем решать какие-то проблемы свои, любого рода. Может быть, то, что касается наших близких и семьи, то, что касается там нашего продвижения в деятельности, поездок каких-то, обучения, то, что касается, может быть, решения каких-то вопросов с бумагами и так далее, и так далее. То, что касается обеспечения нашего здоровья, безопасности, все это через деньги идет. И поэтому маг, он привлекает прежде всего деньги для того, чтобы реализовывать вот эти все другие свои дела. То есть деньги не как деньги, да, не смысл, не цель, а вот именно для того, чтобы здесь что-то реализовывать. И если у вас был сегодня какой-то вопрос к себе, вы не могли решить, допустим, в какую сторону вам двигаться, да, и за что вам прежде всего хвататься, так вот маг говорит прежде всего за деньги, да, то, что дает деньги, то, что дает заработок, то, что дает безопасность финансовую, вот это должно быть главным, и все, что мы должны сегодня делать, оно должно быть ради зарабатывания денег. А деньги, в свою очередь, потом будут для нас решением многих вопросов. То есть вот сейчас как-то концентрация. И вот день очень сильный будет в этом плане. Действительно многое дано, и будут идеи нужные, возможности, и люди подходящие, информация нужная. В общем, все будет приходить в этот день так, как положено, да, так, как мы хотим. Кроме того, эта карта у нас связана с Меркурием, а это значит, что на первый план все-таки выходит общение, да? Даже если мы зарабатываем деньги, то ради кого-то, ради семьи, ради, может быть, обучения, Меркурий у нас тоже обучение, да? Или, может быть, мы зарабатываем деньги ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности, рядом со своими близкими и так далее, и так далее. То есть все-таки здесь у нас идет не для себя, то есть стимул именно, вроде бы это карта единицы, и вроде бы это эго, да, то есть мы делаем для себя, но, может быть, все-таки нам тогда только дается шанс, энергии и так далее, когда мы не только для себя это будем использовать в дальнейшем, но и для своих близких, да. То есть вот это очень важно должно быть. Что может быть еще сегодня, в этот день? Ну, во-первых, мы можем сегодня приобретать какие-то вещи небольшие, функциональные, полезные, может быть, какие-то канцелярские принадлежности, средства связи, вот что-то такое, книги, газеты, в общем, что-то такое, что связано с обучением, с информацией и со всем, что вот нам помогает в этих вопросах. Хорошее время для того, чтобы писать резюме, их отправлять. Хорошее время для того, чтобы поговорить с важными, нужными людьми, заявить о себе. Вообще эта карта вот именно интеллекта, умственного труда. Для того, чтобы получить какую-то денежку, какую-то прибыль, нужно приложить именно интеллектуальные усилия. Все обдумать, запланировать, найти нужную информацию, познакомиться с нужными людьми и так далее, и так далее. Ну и хорошая, конечно же, карта для того, чтобы подумать о какой-то поездке. Возможно, эта поездка связана с обучением, возможно, эта поездка связана еще с какой-то важной для вас деятельностью, да. В общем, это не отдых, это то, что позволит вам в дальнейшем лучше зарабатывать, да.
Все-таки здесь очень важно подумать, если какие-то поездки планируете, может быть, даже какие-то билеты приобрести, или просто вот нужно выстроить такой план на ближайшее время для себя, да, то есть записать это все на бумаге. Что еще важно сегодня? Могут возникать вопросы с транспортом, с логистикой. Может быть, заказывать будете что-то через интернет, допустим, да, что потом вам могут прислать по почте или еще какими-то логистическими компаниями, да, которые вы можете это получить вот в ближайшее время в каком-нибудь пункте выдачи. Что будет помогать? Четверка чаш. Четверка чаш – стабильная карта. Она как бы может говорить о каком-то депрессивном состоянии, но так как это у нас карта в положительном смысле, то она говорит наоборот, чтобы мы не слишком уж впадали в эмоции, да, чтобы мы старались держать в себе вот это спокойное, умиротворенное состояние. Если какие-то эмоции появляются, то их нужно тушить разумом, да, или переключаться на какую-то интеллектуальную деятельность. Если вы думаете там о членах семьи, что-то вас беспокоит, там, о недвижимости и ее проблемах и так далее, да, вы просто переключитесь на то, чтобы заняться делом каким-то, какое-то новое направление выбрать, или подумайте, как вам лучше там больше заработать и так далее. И это позволит быть в таком спокойном эмоциональном состоянии, потому что вы разумом погасите эти чувства. Что будет мешать? Император. Когда мы довольствуемся тем, что уже есть, и пытаемся вот действовать именно в этом окружении, да, в этом направлении, в этой теме и так далее. То есть нужно все-таки новое. Не обязательно бросить, да, нет, тут четверки две по бокам, то есть стабильность должна быть. Мы должны добавлять что-то к тому, что уже имеем новое, да, дополнительный источник дохода, дополнительное образование, которое в дальнейшем даст какое-то пользу, прибыль и так далее, да, может быть, позаботиться о здоровье, которое позволит же зарабатывать потом и так далее. То есть вот именно сохранить то, что есть, и к этому добавить что-то новое. Взаимоотношения для тех, кто в поиске. Смотрите, прекрасная карта для того, чтобы познакомиться. Эта карта вообще у нас взаимоотношений. Это, знаете, объединение мужского и женского начала. Но единственное, вот по этой карте очень часто вот это женское и мужское начало конфликтуют. То есть доказывают они друг другу, кто важнее, кто главнее и за кем последнее слово и так далее. То есть можно встретить человека, с которым, ну, вы, допустим, можете быть оба сильные такие личности, и вот у вас может быть вот со временем проявляться вот такая сторона, да, что вы можете бороться за власть, скажем так, в отношениях. Для тех, кто в паре, двойка мечей. Ну, карта говорит о том, что сегодня нужно стараться без конфликтов обойтись и стараться во всем находить какую-то точку соприкосновения. Даже если у вас разные мнения, разные взгляды, разные там цели, стремления, разная работа и так далее, нужно находить то, что вас объединяет обязательно. Иначе может быть конфликт или просто охлаждение, да? Двойка мечей – это всегда у нас карта, связанная с семьей и друзьями, да, то есть вот именно их касается. Здесь, ну, может быть, даже какой-то конфликт сегодня, да, но смотрите, в ваших руках его не допустить. Ссора. Для тех, кто в ссоре, карта повешенной. Пока что нет возможности помириться, и лучше даже не начинать сегодня, но зато есть возможность все проанализировать и хорошенечко обдумать, взглянуть на все с другой точки зрения, да, может быть, с точки зрения своего партнера. Или еще как-то не так, как вы об этом думали раньше. Работа. Для тех, кто в поиске работы, семерка пентаклей. Уже какая-то возможность для вас открывается. Может быть, у вас был какой-то запрос очень такой, ну, на высокую должность, на какую-то профессию, которая вам вот очень нравится, да. Вот карта говорит о том, что пока что еще не время для того, что вы прям хотите, да, для вашей цели, но вы можете получить работу, которая вас к этому приведет со временем. То есть, если сегодня будет какое-то предложение, то соглашайтесь, это то, что нужно.
А для тех, кто уже работает, выпадает карта правосудия, старший аркан. Ну, здесь можно сказать так, что вы будете, скорее всего, сегодня либо в очень как бы дружеской, такой дружественной, скажем так, атмосфере работать, либо наоборот в конфликте, да, то есть очень часто эта карта показывает и друзей, и врагов, да, то есть может быть будет какая-то ситуация, либо особо остро конфликтная, да, когда проявится какой-то негатив в отношении вас, либо наоборот у вас будет такое очень хорошее общение, да, принятие вас как консультанта, допустим, да, или как профессионала. И смотрите, вот если действительно вы очень много вкладывали в свою работу, то сегодня вы можете получить плоды своего труда. В общем, по этому дню можно оценить, на своем вы месте или нет, действительно ли вы полностью выложились как профессионал или нет. И просто могут выявиться какие-то слабые места, которые вот нужно проработать. Ну, допустим, может быть какой-то негатив в общении, он может показать, какое у вас здесь слабое место. Ну и так как здесь у нас все-таки карта правосудия, она равновесие показывает, да, то вот нужно как раз к этому и стремиться. Нужно стремиться вот, ну, как бы держать вот это в равновесии, особенно эмоциональное, да, не вступать в конфликты, даже вот просто ради себя, ради своего здоровья. Для тех, кто своим делом занимается, выпадает карта влюбленные. Но здесь какое-то, может быть, очень важное событие или важный человек появляется в вашей жизни с предложением. И, возможно, придется делать какой-то выбор вам. Но так как мы вначале в самом говорили, что нужно сохранить то, что есть, и добавить что-то новое, да, и тем более это тоже старший аркан, и здесь старший аркан. Вот то, что сегодня вам предлагают, скорее всего, это очень как бы вам необходимо, нужно, выгодно. Поэтому присмотритесь к этому, подумайте об этом и примите правильное решение. Финансы для тех, кто на зарплате. Шестерка чаша. Какая-то ситуация повторяется из прошлого по деньгам. Давайте дополнительную карту достану. Верховная жрица. Скорее всего, здесь какой-то, может быть, не совсем понятная ситуация с финансами, но, допустим, выплатили меньше денег, чем обещали, или, допустим, зарплата должна была быть повышена, а заплатили так, как раньше, да, может быть, какая-то ошибка, недоговоренность, что-то может быть непонятно в документах, которые оплату показывают и так далее. Желательно разобраться, вывести все здесь на чистую воду. А для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь семерка чаш. Но карта говорит о том, что у вас может быть сегодня большие планы как-то по поводу финансов, может быть, благодаря вот каким-то новым идеям, новым людям, новым направлениям, но пока это еще не деньги, да, то есть это пока еще планы на деньги, это пока еще желание заработать, то есть как бы увязать все свои как бы финансовые вот эти направления, да, как вы работаете, вот в одну цепочку, да, то есть все распланировать, обо всем договориться. И, в принципе, несмотря на то, что сегодня, может быть, это не денежный день, но вас все равно вот этот вопрос возможного увеличения финансов в будущем, он очень радует, вдохновляет. Здоровье. Шестерка пентаклей. Ну, сколько вложите здоровье, такое оно сегодня и будет. То есть за здоровьем сегодня нужно обязательно следить, правильно питаться, по часам, может быть, вовремя, да. И, конечно же, обязательно, чтобы было вот такое состояние как раз гармонии, равновесия. Обязательно тратить достаточное количество энергии. Вот, допустим, сколько пришло энергии, столько должно и уйти. Обязательно, да, то есть бывает так, что целый день просидим, допустим, за работой, не подвигались, да, нужно обязательно пешком походить или там в зал сходить или еще что-то, да, то есть это вот обязательно для здоровья. А вообще у нас шестерка пентаклей – это карта, знаете, таких, ну, как бы ограничений, да, какого-то режима, правильного питания, вот питание такими продуктами, которые основные, да, без излишеств.
Итог дня. Итог дня король мечей. Карта говорит о том, что почувствуете себя намного лучше, свободнее в конце дня. Какая-то проблема уйдет, и у вас вот появится такое ощущение, что все, наконец-то я освободился от лишнего, наконец-то у меня появились какие-то планы на будущее, наконец-то есть какой-то результат или он обещает быть, да, то есть здесь вот, конечно, очень такое хорошее может быть состояние. Такое ощущение силы, да, что все в моих руках. И эта карта вот с будущим связана, да, как раз вот уверенность в будущем. Очень хорошая карта. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.